Сейчас я собираюсь на похороны нашей девочки, которую зверски вчера убил муж. 12 ножевых ранений. Когда мы ее мыли, она была вся в порезах, вся спина у нее была синяя, в огромных-огромных синяках, не свежих, которые уже проходили. До этого я видела весь живот у нее синий. Мы ей говорили вначале, чтобы она сохранила брак, что надо, просто может быть у него такой период, что-то. Ну, он всю жизнь был таким. Всю жизнь он издевался над ней. Она работала как лошадь. В сарае жила, в сарае и умерла. В сарае и убил он ее зверски. Он готовился к этому убийству. Он собрал рюкзак с вещами. Он утром встал, он помылся. И когда она пошла доить коров в сарае, дети спали, и он в этот момент, он с ножом целенаправленно, это не было в пылу ссоры. Он говорил: я вашу маму убью, сам сяду, а вас в детский дом типа заберут. Их девочка, которой 13 лет, она в таком состоянии, что без помощи психолога ей просто не прийти в эту жизнь. И они уже могли босиком убегать куда-нибудь к родственникам, которые живут. Они говорили, что будем гнобить тебя до тех пор, пока ты отсюда не уйдешь. Дело было в доме, который был подарен его дедушкой ей, за то, что она заслужила, за то, что она ухаживала за ним. 11 лет убирала за ним, мыла его. Он очень ее любил и подарил именно ей. Он сказал: я знаю, что мой внук этот дом просто-напросто пустит на ветер. Из 12 ножевых ранений 9 было глубоких. 9 раз он лишил ее жизни. Все 9 были несовместимы с жизнью.